Ну, Казахстан... Не, просто смотрите, ребят, просто вы, наверное, же хорошо понимаете, что Казахстан это исконно русские земли. Вот в чем дело. Ну, Поэтому, это Кустанайская область, да. Да, ну не все же. ну хорошо, ну по чуть-чуть. Вы в какой области сейчас? Кустанай. Вот, вы наши ребята, понимаете? И когда наши зеленые человечки придут вас освобождать, тогда Костанай будет наш. Если честно, я только за. А как понять зеленый? Зеленый в плане чего? Ну, без опознавательных знаков. Смотрите, как мы в Крыму действовали. То есть, когда была ослабленная страна, Украина, да, без опознавательных знаков, захватил админ здания. 90% вот таких, как вы, было людей, они поддержали зеленых человечков. Все, референдум туда-сюда, и уже Крым наш. Так же сделаем у вас на севере пока. Интересно, а когда это будет? Да. Ну, смотри, ты слышал, как наши эти депутаты Никонов, Федоров, Жириновский говорят: казахи, убирайтесь с наших земель, потому что вы незаконно вышли из Союза, там, ну, всякая хрень. Ну, а мало ли что они говорят. По сути, это когда это будет? Ну, все от нас с вами зависит. Вы готовы уже вот в этом году нам содействовать? Вы так спрашиваете, как будто вы за это все отвечаете. Мне-то без разницы, я готов. Готов. Что? Главное автомат. Смотрите, у нас автомат нужен? Не, подожди, с автоматом любой дурак может. Надо гибридно действовать. То есть дипломатично. Им не видно казахский флаг. Ну, дипломатично, ну, как будто бы, что это сами люди решили, понимаете? Нужно подтолкнуть людей, чтобы они провели референдум, чтобы присоединиться, например, к нам, к Российской Федерации. Мы платим хорошие бабки таким активистам, как вы. Вы готовы сейчас нам заплатить, чтобы мы пошли сделать Против Казахстана. Ну, почему против, если это исконно русские земли? Почему это против? Вы, наоборот, делаете хорошо Казахстану. Просто, в общем, грубо говоря. Вам кто заплатит за это? Я пойду. Не, ну... Я пойду. Нет, здесь я вот реально считаю, что это цена вопроса. То есть, вот вы готовы, но смотря за сколько, правильно? Да. Да, Вот готов. давайте вот так. Вот у меня есть Я платно пойду. У меня есть определенный бюджет, например. Вот сколько вам нужно? Этот процесс будет 3 месяца. Вот за 3 месяца сколько бабла нужно? И я думаю, что мы с вами договоримся. Нет, деньги нам не нужны, нам нужны... Вот, подожди. Если мы перейдем в Россию, ну, то есть Россия захватит... Нет, Россия к вам придет. Вы не придете в Россию. Если Россия, ну, Кустанай будет относиться к России, точнее, у нас будет Уголовный кодекс Российской Федерации, мы граждане Российской Федерации, нам нужна просто охренительная работа. То есть, за которую мы будем отвечать, и нам хорошо будет платить. Ну вот, смотри, как тебя зовут? Меня зовут Олег. Олег, смотри, Олег, правильно, но ты же понимаешь, что это 3 месяца будет процесс, ну, условно, присоединения, а потом еще год нужно будет это все удерживать, поэтому работы тут будет непочатый край. Нужно будет вычислять казахов, их заставлять говорить на русском языке, потому что это же будет российская территория, понимаете? А у нас в Кустанае казахи говорят на русском. Не все. Ну, а вдруг, смотри, а вдруг у них проявится патриотизм, их надо сразу пресекать, понимаете, в чем дело? Ну, есть такая ситуация, как химиотерапия. Что такое? Я не знаю такого, это как? Он фигни несет просто. Не, ну реально, ну серьезно, ну будут протесты, будут возмущения. Конечно, будут. Ну а что делать? Посылать их к югу дальше, где они там и прописаны, там, где жили до этого. В чем проблема? Они же сами сюда лезут к нам в Северо-Казахстанскую область. Они сдадут, если вы деньги им дадите. Они все сдадут. Нет, если пизды в уши им дадите. Ну, понимаете, здесь же мы же тоже не хотим, чтобы лишние санкции на нас, понимаете, мы так уже страдаем. Нам нужно так, как будто бы народ самоопределился. Если вы туда, в этим землям, что они вам дадут? Вот эти конкретные земли наши. Ну как, мы хотим восстановить Советский Союз. Сначала мы заберем север Казахстана, потом дойдем ниже. И город Верный, Алматы, бывший, знаешь? Смотри, ребят, смотрите, подождите, мне нужно ваше видение, как эти земли присоединить к России безболезненно, чтобы никто не погиб, как в Крыму. Есть такая ситуация в истории, называется история Российской Федерации или история Казахстана, которая говорит, то есть
Екатерина II продала в 1830 году, если мне память не изменяет, в 1830 году она продала часть Российской Федерации, которая является сейчас Костанайской области, в аренду за, ну, где-то на то время это было большие деньги, 10 тысяч рублей. Вы говорите то, что надо как-то сообразить гражданам конкретно этой области. То есть Да, сначала... вы вызвать как-то протест или что, сказать, что мы же являемся исходно российской, ну, СССР. Сначала договориться с людьми. земли. Если с людьми не получится, тогда уже захватывать силой. Насколько, Олег, насколько люди уже готовы вот так принять такое решение, как вы для себя уже Ну, взяли? это уже договориться. Это уже, знаешь, как минимум надо создать опрос. Создать банки тем, кому есть 20 лет и выше. То есть Мгм. от 20 лет. Вот. Да, вот если будет несогласное большинство народа, тогда уже нужно договориться. Слушайте, ну а смогли бы притеснить, если будут там какие-то заварушки, если будет оружие, техника, смогли бы прижать там некоторых активных? Ну, если вы нас обеспечите, конечно. Нет, меня Максим зовут. его Максим, смотри, ты ж видел, как в Крыму ни одного выстрела не было. И, ну, там уже все подробности для того, что это же чат-рулетка, сейчас это все прослушивается. Для конспирации. Пусть он звонит насчет хлебобулочных изделий. А пароль будет хлебобулочные изделия, да? Ну, то есть я работаю в Чтобы пекарне, нас, на работу пусть звонит чтобы мне. нас не арестовали за то, Да. что мы там... То есть он пусть звонит типа по работе. По А работе. дальше я- А то нас закроют. Слушайте, а то- Олег, Максим, а сколько ваших друзей еще таких можно привлечь? Мне нужно 10 человек. Ну, как ваш знакомый мне позвонит, тогда я скажу. Ну ты скажи мне, чтобы я передал агенту нашему. Ну, вот скажите, как он мне позвонит, тогда я буду с ним сотрудничать.